Сегодня у нас семинар, который посвящен плодоводству области. Семинар проводится в рамках реализации бюджетной программы, которая предусматривает не только проведение научных исследований, но и внедрение и распространение знаний. Вот как раз вот эта последняя часть распространения знаний как раз и будет результатом нашего семинара. Әріптестер, жеміс шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалықтары, сіздерді бүгінгі семинарға қош келдіңіздер деймін. Семинар жаңағы Валентина Борисовна айтып кетті, бюджеттік бағдарлама аясында жүріп жатыр. Бүгінгі семинардың тақырыбы жаңағы жеміс шаруашылығындағы аласа бойлы өсірілетін алма. Еще раз здравствуйте всем. Спасибо, что уделили внимание нашему сегодняшнему семинару. Сегодня тема, как уже было сказано, посвящена низкорослой яблоне в современном плодоводстве. Яблоня – это одна из широко распространенных плодовых культур в мировом плодоводстве. Занимает третье место после кофе и маслины, относится к семейству разноцветных, подсемейству яблоневых, и в своем арсенале она насчитывает около 6500 сортов. В Казахстане у нас 1600 хозяйств занимается яблонями на площади 35 тысяч гектар. Урожайность составляет у нас, я уже сказала, 7-10 тонн. Но дело в том, что Казахстан является родиной яблони Сиверса, которая является родоначальницей многих современных сортов. Давайте повторимся. Яблоня состоит из двух частей. Во-первых, это подвой, корневая система, называется она подвой. К ней прикрепляется культурные. Вот этот подвой является дичкой, это дикое растение. К нему прикрепляется культурное растение. И в конечном итоге получается у нас одно культурное растение. То у нас два компонента – подвой и привой. Вот это мы должны запомнить. Вот на картине вы видите высокорослые яблони на семенных подвоях, карликовые яблони на клоновых подвоях, на полукарликовых подвоях и колоновидные яблони. Вы видите, да? Один стебель, одна ветка, и на нем все яблони. Вернее, ствол, и на нем яблони. Вот эти яблони точно такие же, как эти, но только маленькие ростом. Это старые деревья наши. Сейчас вы покупаете саженцы, которые вы у нас покупаете, приобретаете у нас. Это все вот эти яблони, карликовые яблони на слаборослых, полукарликовых. Этим мы занимаемся. Наш отдел занимается производством именно вот этой вот яблони. И разговор будет идет о ней сейчас. Спасибо. Хотела я немножечко рассказать о том, как получается, чем они отличаются, высокорослые яблони от низкорослых яблонь. Высокорослые яблони мы пишем везде на семенных подвоях. То есть мы ее получаем из семечка. Яблоко, из нее вытаскиваем семечко, вот оно семечко. Оно проходит определенные фазы подготовки, это в основном стратификация называется. То есть это семечко выдерживает в холодных условиях. И она подготавливается к росту, вот к этому, чтобы вырасти, закаляется. И, значит, с этого семечка мы получаем вот такой вот росток, называемый он потом сеянцем. Раз семечко, значит, от него идет сеянец, называется. Вот на этот сеянец мы прививаем ту культурную почку, о которой мы говорили, да, подвой, привой. Вот этот привой мы прививаем вот на этот вот сеянец. И получаем с него саженец, и получаем, значит, яблоки. Вот те зеленые яблоки, которые висят на высокорослых яблонях, которые развиваются на семенных подвоях, мы получаем только на 7-й, на 10-й год. Вы знаете, что они долгоиграющие, но они живут почти 70 лет. Конечно, основное плодоношение у них там лет 30-40, но живут они могут жить и 70 и больше лет.
но начинает формировать урожай почти только на 10-й год. Вот это есть отличие вот этих высокорослых деревьев от низкорослых. Вот этот сад, заложенный нашими саженцами, которые мы вырастили сами, вот эти самые карликовые насаждения называются они. Они слаборослые, правильно называется, на карликовых, на полукарликовых подвоях. Эти побеги должны вот так вот ложиться немножечко. Или их оттягивают, или же их так подрезают, чтобы они вот на наружную почку, вот на эту, да? Вот сейчас я вот так вот отрежу. Теперь отсюда она не будет вот так вот расти, она пойдет вот так вот. Вот эта веточка. Ее надо вот на вот эту наружную. Если мы отрежем в эту сторону, то она пойдет расти вниз, вовнутрь, да, почечка. А здесь, если вот на эту сторону, то она будет немножечко полого ложиться вот в эту сторону. Здесь идеальное расположение вот этих побегов. Теперь здесь я что хотела показать. Вот он узел, да? Вот эти, штамп должен быть голый. Мы его отрезаем. Вот, чтобы они, это, скорее всего, дичка. Мы их отрезаем, чтобы вот этот штамп у нас был. Если отсюда начнут ветки расти, неудобно будет ни собирать, ничего неудобно будет. Вот где-то 50-60 сантиметров мы оставляем штамп, чтобы они смотрели все вот эти ветки в разные стороны. Если на одной стороне, вот скажем, вот две ветки, да, вот они сейчас, я же говорю, идеально расположены. А если вот так вот две ветки, одну из них обрезаем. Мы живем в поселке, да, кругом болезни, кругом это. Вот про железный купорос, который я говорила. Вот придет осень, листва упадет, после листопада обрабатываем вот этим железным купоросом. Процент где-то до 7%, но я боюсь, вот на молодые деревья, конечно, 7% много, 3-5%, это значит на ведро 300 грамм, 500 грамм, да, на 10 литров воды. И обработать пустое дерево, голое дерево, чтобы листвы не было, ничего не было, железным купоросом. Если нет железного купороса, можно вот этим медным купоросом. Но медный купорос обычно оставляют на весну, когда в спящем состоянии, обрабатывать тоже где-то до 3%. Если уже листья распустились, не больше 1%. Не больше 100 грамм на 10 литров воды. Вот это самый садовый вар. Его надо очень мять хорошо. Вот тут на солнце немножко растаял, чтобы мазать. Бахтери говорит, что садовый вар, вот он самый. Я им вообще не мажу, честно говоря. Я просто держу. Вот эти большие раны мажутся садовым варом, которые больше 1 сантиметра. Сейчас очень много вот этих гелей всяких, брызгалок много. Фитоспорин. Вот этот, кстати, препарат, девочки, фитоспорин, это биологический препарат. То есть, если мы вначале, пока у нас плоды еще маленькие, зеленые, еще или их нету, да, мы можем обработать вот этой вот химией, да? А как только плоды пошли, мы же потом сами будем эти яблоки есть, мы обрабатываем биологическим препаратом. Вот один из них фитоспорин. Им можно обрабатывать за 20 дней до уборки, до того, как съесть, ими можно обрабатывать. В них нет вредных элементов, да? Так, хорус. Это один из тоже хороших препаратов современных. Хорус и скот, они идут в паре. Вот здесь идет актара. Они совместимые. Когда еще прохладно, по весне, там, скажем, до начала июня, еще прохладная погода стоит, обрабатываем хорусы. Вместе с... Это от болезней, актара от вредителей. Вот танрек от вредителей,
и вот этот актарат вредителей. Они совместимы с этим препаратом. Как только пошла 37 градусов жары, конечно, при 37 градусах мы не обрабатываем его, да? Мы обрабатываем рано утром или вечером. Идет скор. В жаркую погоду, когда средняя суточная температура высокая, обрабатывать скором, но опять же, сразу, чтобы одной обработкой убить и вредителей, и болезней, добавляем актар или другой танвек, что добавляем. Вот здесь изобион и зеромакс — это те препараты биологические, органические, удобрения. Это подкормка. По листве обрабатываем. Там у нас есть одно дерево немножко, скручивается. Вот здесь микроэлементы. Железо, кальций, медь, вот это все, вот эти препараты для подкормки. По листве. По листве чем хорошо, сразу вот эти питательные вещества сразу доходят до растения, да? До листвы доходят. Ну вот это для побелки средства, да? С осенью. Кстати, молодые деревья стараются не белить. Они их где-то начиная с 3-летнего возраста. Обычно начинает так. Сегодня поучаствовала в семинаре по поводу разведения яблоневых садов на карликовом подвое. Но, в принципе, семинар был гораздо более широкий. Очень понравилось. Мастер-класс понравился, который провела Ажар Геннадьевна по обрезке. Наглядно посмотрели, как происходит окулировка, что очень интересно. И, в общем-то, по сути дела, всю жизнь связана с сельским хозяйством, но почерпнула очень много нового. Поэтому хотелось бы, наверное, чтобы расширялось вот это как мастер-класс и для более широких слоев населения, потому что, мне кажется, было бы интересно. Это такая актуальная тема. При том наличии очень большого количества информации в интернете, вот это наглядное видение, как это все происходит, просто бесценно. Сегодня посетили семинар сельхозопытной станции, где нам рассказали о сортах яблок Западно-Казахстанской области. Семинар это был очень познавательный. Я узнала теперь, как можно прививать, как сортировать, как облагораживать дерево. Для меня это очень важно. Почему? Потому что я занимаюсь научными проектами. В прошлом году мы с Бахеревым Ильей заняли 2-е место по научным проектам. Мы занимались выращиванием пшеницы по методам Башмакова Николая Ивановича. Сейчас я хочу заняться научным проектом именно по яблоневым культурам, также с Бахерем Ильей. Его дедушка здесь как раз занимался в свое время высадкой деревьев, растил их, ухаживал за ними, создавал новые сорта.